Ассаламу алейкум, дорогие зрители. У нас сегодня намечается очень интересный батл. Батл двух, хотел сказать дизайнеров, но на самом деле один из участников разработчик, другой графический дизайнер. Это Хаваж Арчаков и Али Богатырев под псевдонимом Острие. В интернете его в Телеграме, в Инстаграме знаете по этому псевдониму. Ассаламу алейкум всем участникам. Как вы слышите? Ассалам. Валейкум ассалам. Хорошо. Сегодня будем комментировать я, Азиев Элберт, и Альберт Саутиев. Да, вы Альберта, наверное, уже знаете по прошлому батлу. Сегодня он будет в роли комментатора и оценщика. В общем, хочу отметить, что Хаваж, он не является дизайнером. У него есть опыт в дизайне интерфейсов. Он часто, насколько я знаю, у него несколько проектов, и там он сам выступал в качестве дизайнера интерфейсов. И, в принципе, у него такая насмотренность хорошая, богатая, потому что он в вебе очень давно, и он видел много работ, много сайтов, сам их делал, и за счет этой насмотренности у него выработался хороший вкус. Но, насколько я знаю, в логотипах у него нет опыта. У Али, можешь сказать примерно, сколько лет ты в дизайне? Я в дизайне примерно 2 года, начал недавно, и сразу принялся за логотипы, делаю фирменные стили. Это моя основная сфера. Отлично. Вот. В общем, в этом батле, насколько я понимаю, у Али победа очевидна. Преимущество. Я не буду конкретные работы делать слишком сильные. Чуть-чуть поддамся. Вот сейчас давайте договоримся сразу же. Да, я программист, я понимаю, что программистов мы не можем считать дизайнерами или кем-то еще, но я буду на полную выкладываться и попрошу Али как можно максимально быть жестче и попытаться разорвать как только можно. Просто все силы используем. И не нужно поддаваться и потому что я не буду поддаваться. Ага. В принципе, у Хаважа так как есть какой-то вкус уже выработанный, я думаю, он может что-то показать. Он, наверное, и логотипов много видел в своей жизни и в своей профессиональной карьере. Поэтому... Хаваж, конечно, скромничает, но насмотренности и опыта Хаважу не занимать. Он у нас такой full stack такой, не только в плане... Да, сколько он уже, сколько он в интернете уже, насколько я знаю, вообще со школьных парт он интересуется, что-то создает, какую-то деятельность ведет в интернете. Поэтому Хаваж... Хаваж крутой. Думаю, какие-то шансы у тебя есть. В общем, давайте... Не буду растягивать вступление. Наверное, уже будем переходить к заданию. Задание я постарался подобрать простое, чтобы вы успели. Мы по прошлому батлу узнали, что 45 минут маловато. Даже не то, что маловато, это очень мало для создания качественного логотипа. Но постарайтесь что-нибудь сделать за это время. Можете пользоваться чем угодно, делать работу как угодно. В общем, задание такое. Все вы, наверное, слышали про мебельный салон «Беркат». Мебельный салон «Беркат». Мебельный салон «Беркат».
Мебельный салон Беркут, который находится на заводе. Я вам сейчас скину ссылку на сайт. Да. В общем, есть у нас такой большой, достаточно известный мебельный салон в республике. Они занимаются продажей мебели, и у них есть большой дом, в котором, где сам магазин, собственно, и находится. У них есть сайт, куда они выкладывают весь свой товар. И ваша задача сделать для них логотип. У них нет логотипа. Если вы видите, у них просто шрифтом написано «Мебельный салон Беркут». Ваша задача сделать логотип для этого магазина. Не нужно... Хотя я хотел сказать, преемственность не нужна, но здесь и основы нет никакой, поэтому вам не нужно ни от чего отталкиваться, только следить за тематикой и делать логотип. В принципе, можно, наверное, уже начинать. Уже Да, начинаем, да? Болеют за Окумпуе. Давайте, Альберт, можешь засечь? Надеюсь, второй таймер. батл тоже будет, надеюсь, насчет интерфейсов с Хаважем, чтобы в Да, его сфере уже было. как раз хотел отметить, что мы хотим сразу же следующим батлом провести еще один батл, где вы будете соревноваться уже по интерфейсам. Так как у Али нету опыта в интерфейсах, а у Хаважа есть, тогда, я думаю, уже суммарно 2 батла уже будут как-то как равными, можно сказать. В общем, как мы начнем, прошу вас отключить звук, чтобы вы нас не слышали, а то в процессе мы можем какие-то подсказки вам давать, чтобы это было. Давайте тогда, знаете как, давайте через 3 минуты начнем. Я предлагаю эти 3 минуты проанализировать сайт мне и Али, и в ровно 20:10 мы начинаем. Давайте. Давайте. Сейчас я подготовлю таймер. Готов. Так, где мой таймер? Где мой таймер? Что было сделать? Почему все путают твой псевдоним и все читают его Окумпуе? Это уже больная тема, потому что я его написал английским шрифтом. Не мог я на русском инстаграме. Спрашивают, где можно получить автограф Окумпуе. Это кто там комментирует? Мистер Инкогнито. Все понятно. Тимирлан Тагирбеков говорит, мой любимый мебельный салон. А это типа ингушский, чеченский, какой-то кавказский? Что это вообще такое? Мебельный салон Беркут. Он же рядом. У вас же стройка идет вовсю, вы не сталкивались? Обычно тот, кто строится и покупает мебель, он обязательно слышит. Вот оно что. Я понял, что это. Это магазин, у которых вывеска чуть не упала, немножко буквы. Я понял, где это. Это около аллейки. Ага, все. Запомнил вывеску, не запомнил название на вывеске. Не, я просто не понял, что это. Потому что есть магазин Базарт, по-моему, есть в Чечне, Беркут, если я не ошибаюсь. Я думал, что это что-то вот это вот. Но сайт я не знал. Я даже не думал вообще, что у них сайт может быть. Да, у них есть сайт достаточно давно уже. Я не знаю, насколько актуальный у них каталог на сайте. Ну, Я помню как-то раньше, когда мы в первый раз открыли офис, я заказывал у них кресло через сайт, я оставлял заявку, и мне никто не позвонил. Время, кстати. Так, все, начинаем. Все. Я звук ваш отключаю.
Отключай. И хочу отметить очень важный момент. Я сейчас зашел в YouTube, почему-то мой экран всегда видно, если что. Это Сейчас так, я поставил экран Али. Я буду переключаться и говорить, чей экран сейчас на данный момент вы видите. Они отключили звук оба? Да, они отключили звук. Я, наверное, стримы их пока удалю. Нет, давай с самого начала посмотрим, как они будут изучать то, что есть, информацию какую-то. Будут они изучать бренд, интересно. какое-то делать. Да. Как вот сейчас мы наблюдаем экран Али и видим, что он сразу же прям приступил к текстовой части логотипа. Он пошел искать референсы подобной тематики. В чате пишут, что сейчас мы будем свидетелями шедевра. А еще некто невозможно. С каким-то хлебушком на аватарке спрашивает, по каким критериям будут выявлять победителя. Это Адам, который участвовал в прошлом батле. Я знаю. И хотел бы сказать Адаму, что мы будем по тем же критериям выявлять, как и в прошлый раз. Простота, привлекательность, читаемость, запоминаемость, как не раз уже говорили, универсальность, оригинальность. Семантика. Да. Так, посмотрим, что делает Хаваж. Хаваж, мебельный салон Беркат. Нет, он ищет просто мебельный салон. Видимо, он хочет найти сайты мебельных салонов, купить мебель. Непонятно, почему он не ищет логотипы, а сразу же идет на сайты. Песчаный Акумпуе против Дениса пишут. Дениса. Да. Чат у нас всегда смешной. Особенно, когда там есть Ибра. Ибра Аушева болеет за Аль-Саута. Вывел Ибра. Так, Хаваж перебирает сайты, смотрит. Наверное, он хочет... Да, Хаважу бы лучше... анализировать самые известные сайты мебели. Ну, у них у всех очень плохой дизайн. Ну, по крайней мере, то, что у большинства. Ему лучше сразу пойти на Логобейкер или подобный сайт и смотреть логотипы. Но так как он этим не занимался, он понятия об этом не имеет. Я бы, наверное, ориентировался на такие бренды, как Икея или что-нибудь в этом роде. Европейские, мировые известные бренды. В России, как правило, мало очень качественного дизайна и логотипов среди такого бизнеса. Посмотрим, что делает Али. Али уже начал какие-то формы делать. У него, видимо, пришла уже какая-то идея. Да. Ну, сразу видно, у человека рука набита, у него есть опыт. Подушки рисует быстро. И идеи быстро приходят. Берт, Адам болеет за тебя. Ух ты, у нас разделились голоса. Болельщики разделились. Рустам Бершахов говорит: ассаламу алейкум, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Рустам – это мой близкий друг из Дербента. Он живет в Германии. Мы учились вместе. Очень рад тебя здесь видеть. А он дизайнер? Нет, он закончил Бауманский университет по специальности инженерный бизнес и менеджмент.
уехал в Германию, и год назад, если я не ошибаюсь, он начал изучать программирование. Будем ждать его. За год, насколько я знаю, он такой хорошего уровня набрался, его взяли на работу, он работает. Так что это отличный пример того, как можно освоить программирование за короткий период, неважно, сколько тебе лет. Рустам мой ровесник, так что не надо пугаться возраста. Так, что у нас происходит-то? Острие рисует, я уже понял, что он рисует, это корабль, если я не ошибаюсь, с парусами. Как ты думаешь, Альберт? Ну, похоже пока что на лицо, но да, Или лицо? Посмотрим, что Альберт у Хаважа. Так, с Хаважа решил, видимо, пойти... Но давай думать, что это брутализм. Сделаю вид, что я знаю, что это такое. Ну, Хаваж бросает вызов всем и всему. Ну, он Это скорее молодецизм. Пусть будет так. Нужно отметить, что Хаваж очень сильно умеет мотивировать людей на всякого рода действия, поэтому, надеюсь, и с самомотивацией у него проблем никаких не будет. Ну, надеюсь, он не станет оппозиционером. Так, где-то год назад начал изучать программирование, а год назад сидел на скамейке в общественном парке. Вот это игра. Тут пишут, что это какой-то тест Роршаха, либо это кровать, либо обкуренный смайлик. Голосуем. Это про работу острие? Да, Акумпуе. Как теперь это забыть? Так, Хаваж, я так понял, решил сделать шрифтовой логотип без знака. Мне кажется, он пока немножко застрял, потому что опыта рисования у него не так много на самом деле. Он в основном рисовал интерфейсы, когда этим вообще занимался. Поэтому он сейчас думает, и чтобы не тратить время, решил со шрифтов начать. Или вообще, в принципе, он, наверное, может без знака хочет сделать. Я знаю, что у Икеи без знака логотип шрифтовой. В принципе, это беспроигрышный вариант, если, конечно, подобрать правильный шрифт и сделать это качественно, лаконично, и чтобы подходило по тематике. Посмотрим, что у Острие. Он продолжает рисовать. Интересно, что это. Это кровать, типа корабль в мир снов. Мы можем типа так сказать. Ну, пока что вроде идет, и пока неплохо. Сколько у нас? 19 зрителей. Неплохо. Это как 20, но на один поменьше. Как ты посчитал? Физмат. 4 года. Видно, математик. Мне кажется, у этого смайлика теперь и усы появились. Зузу говорит, это смайл. Категорично. Так, посмотрим, что это, смайл или не смайл. Пока трудно сказать, что это такое. Все, я понял. Альберт, я понял, что это такое. Это кровать. Ты видишь кровать с подушками? Нет. Пока вот что сейчас он ножки рисует. Это кровать в перспективе. Кровать в перспективе. Двухспальная кровать. Вот нижняя часть – это где ноги. Сверху две подушки. Изголовье. Да.
Вроде пока идет все хорошо. Интересно, у нас же любят мебель в стиле барокко. А, Про цыганскую мебель так завуалировано. Ты сейчас оскорбил вкус многих людей. Да, политкорректность это не мое. Давай Интересно, посмотрим. узоры рисовать на кровати. А вдруг? Ну, видно, что Али очень хорошо работает с иллюстратором. Единственное странно, что он пока что не пользуется быстрыми командами, а все время на панели инструментов тыкает. Ну, Да, на самом деле, если приучить себя пользоваться этими командами, работа идет намного быстрее. И я в иллюстраторе я вообще не знаю никаких быстрых команд, кроме Ctrl-C и Ctrl-V. Ну, может, Ctrl-G еще. В это стрелка, А это вторая стрелка, которая точки выделяет. Т это вот текст. вот этого я не знаю. Я в фигме этим всем пользуюсь, а здесь нет. Я тоже просто вспомнил старину. Былые времена. Берт спрашивают, насколько туманной должна быть метафора в логотипе. Я имею в виду, где грань между полнотой образа и метафорой. Спрашивает Сакихуро, он же Харсиев. Ну, я думаю, здесь нету каких-то строгих рамок для метафоры. Это может быть какая-то легкая метафора, еле читаемая или еле распознаваемая. Либо можно прямо, если, допустим, ты продаешь яблоки, ты можешь в логотипе просто яблоко нарисовать. Это будет стопроцентный смысл, который сразу же, логотип сразу передает смысл. Ну, наверное, надо по контексту смотреть, какие задачи стоит перед... на самом деле лучше не утяжелять свой дизайн, чтобы потом пользователю легче было считать какую-то метафору, если она у тебя есть. Поэтому она должна быть такой, которая сразу бросается в глаза, сразу чем-то запоминается. Вот нечто такое простое, которое быстро в голове вызывает ассоциацию какую-то. Вот как раз-таки у логотипа Apple, я думаю, очень туманная метафора. Мало кто может сказать, что этот логотип означает. И почему именно яблоко. Теперь-то много кто может сказать, что это обозначает, но раньше... Ну, да. Нет, тот, кто не знает заведомо, он не сможет так сказать, пока ему не объяснят. По логотипу тот, кто не знает, он вряд ли сможет считать смысл, семантику этого логотипа. Пишет, что Акомпуе активно юзает больное воображение зрителей. Этот мистер Инкогнито сегодня ждет. Давай посмотрим, что делает Хаваш. Давай. Так, Хаваш до сих пор ищет референсы. Опять же, все дело в опыте. Точнее, отсутствие опыта в рисовании логотипов у Хаважа. Поэтому он не знает, на какую площадку ему сразу нужно идти, по каким запросам гуглить и что-то подобное. Но самое важное, он пытается что-то делать, проводит свои исследования, ищет классический шрифт. Так, он уже форму какую-то начал делать. Фигуру какую-то нарисовал. 10 минут прошло, как 1 минута, очень быстро. Но я думаю, они успеют реализовать задуманное. Главное, какая-то идея, я вижу, что и у Хаважа, и у Али уже есть. Им осталось только отрисовать это. Больше всего времени занимает как раз-таки поиск идей.
У Хаважа пока Ubisoft, что ВКонтакте зеленый. Да, кстати, я вот сидел, я не задумывался, и почему-то у меня в голове висел ВКонтакте. Вот такие ассоциации вызывает логотип Хаважа. Пишут, что Хаваш делает отдельный мобильный сервис, да, для ВКонтакте. Берт, нужно сделать такую премию для активных пользователей чата за самый креативный комментарий. Там. То есть пользователи чата тоже могут побороться за почетное звание «Молодец». То есть они могут отобрать это звание у участников, если их комментарий будет лучше, чем логотип участников. Ну вот сегодня мистер Инкогнито у нас жжет. Есть еще несколько человек, которые там очень смешно шутят. Вот тот же комментарий Тимирхана Тагирбекова про Акумпуе. Первый, по-моему, он был, кто это написал. Вот. Еще там и Брат всегда участвует. Угу. Так, Саки, как правильно читать его ник? Саки Хур. Просто Адам, сокращенно. Адам говорит, просто яблоко. Как раз у тех, кто никак яблоками не торгует. В Беркете. В Беркете. Да. Да, креативный комментарий. Будь у меня наклейка какая-нибудь, обязательно отправил бы. Сразу видно, на чем рос Хаваш. Где рос, где проводил свое детство. Так, давайте посмотрим, что у Али. Так, ну здесь сейчас мне это почему-то похоже на диван стало, но, наверное, кровать все-таки. Кровать. А может, он хочет в одном знаке передать разные типы мебели, чтобы виднелись их и диван, и кушетка, и кровать. Наверное, все-таки кровать. Цвета, как тебе, который он выбрал? Цвета приятные, конечно, но как логотип, мне кажется, очень тяжело пока что из-за слишком детализированности, что ли. Mm-hmm. Сейчас в моде простота, минимализм. Вот эти маленькие детали на маленьком логотипе не будут считываться. Вот, но это только начало, посмотрим, у них еще полчаса, чуть меньше. В принципе, иллюстрированный логотип тоже имеет место быть такому. Другое дело, как его сделать, насколько он будет лаконичным, соблюдать пространство, правильный баланс форм, линий. Сейчас я вижу вот эти пустые пространства, которые образовались между подушками и кроватью. Они создают какой-то диссонанс. Разваливают логотип. Только не тени. Да, только не тени, нет. Как будто бы услышал, собрался. Представь, как в фильме «Интерстеллар», когда, помнишь, он в будущее попал и через полки глядел в прошлое и кричал самому себе, чтобы он так не делал. Вот я представляю, Али после батла в будущем он смотрит на батл и кричит самому себе: не делай этого, не делай тени. Я так делал. Это пока что плохо работает. Как интересный способ добавить градиент для обводки. Обводка, градиент. В принципе, если подумать, нужно же учитывать целевую аудиторию вот этого магазина, для кого делается.
Целевая аудитория как раз-таки это ингушская аудитория, а у нас преимущественно любят мебель такую в стиле как раз-таки барокко с вычурную, с излишествами, с узорами. Тут Острие однозначно угадал. Да, вот в этом плане, я думаю, наверное, он все-таки Да, пока что. по правильному пути. Ну, у какого-нибудь рядового пользователя, ну, покупателя, не возникнет вопрос, Беркут это сайт или мебельный магазин. По крайней мере, Да. так. Так, посмотрим, что у Хаважа. Хаваж делает Довольно интересный цвета. такое ощущение, как будто Хаваж взял фирменный стиль нашего Дверь. сообщества. Ну, вот видишь, Хаваж уже что-то, интересную форму придумал. Заморачивается уже с дверями. Да, Хаваж делает то, что я люблю. Минимализм, строгие формы. Как раз-таки, в принципе, если не учитывать аудиторию, давайте, если представить, что этот магазин Работает по всей будет России. работать Да. по всей России, да, масштабируемый, если Ну, у них мне в планах, кажется, в принципе, есть. поздно. Мы к этому тоже придем. Лет через 20. Да, кстати, вот это тоже вопрос надо задавать, если заказчик, владелец Беркута, надо у них спрашивать, планируете ли вы масштабироваться. Если да, то уже нужно учитывать этот момент Да. и делать уже более минималистично. Мне Еще кажется, почему? вряд ли у них есть подобная идея, потому что они уже много лет на нашем рынке. Я их помню лет 10-12 точно. Вот, и с тех пор они только в Ингушетии работают. Кстати, вот форма, которую рисует Хаваж, очень напоминает один из логотипов. Вот вспомнить не могу название. Но я его где-то видел, и сейчас надо Мне посмотреть. кажется, банк «Зенит», такие цвета у них были, у банка «Зенит». И что-то, логотип мне тоже кажется похоже, или я ошибаюсь. Не, точно Давайте видел. посмотрим. Сейчас я посмотрю. Хаваж, оставил бы ты ту форму, которая изначально была. Ну, что-то есть. Цвета общие, форма немножко похожая. Если хотите, я покажу. Нужно еще отметить, что Али, Акумпуе, Острие, он работает в иллюстраторе, а Хаваж работает в Figma. Это инструмент для интерфейсов, но такие простые логотипы в нем тоже можно делать. Да, как раз-таки в фигме сложно будет делать какой-то сложно иллюстрированный логотип. Ну, Хаваж не иллюстратор, поэтому ему было бы сложно пользоваться иллюстратором сейчас, тем более, как я знаю, он года 2 иллюстратором не пользовался никак. Перед ним задача такое сделать иллюстрированный логотип, поэтому он сразу же пошел в фигму. Салон Беркут имеет право пользоваться этими логотипами, но если они свяжутся с авторами, с Хаважем или с Али, и попросят им дать эти логотипы, тогда, если они передадут, если они согласятся дать их, тогда могут пользоваться. В принципе, если Беркут захочет какой-то из этих логотипов использовать, я думаю, ни Хаваж, ни Али не откажутся передать. Так, я тут пропустил чат. Тут пишут, что если зайдет кто-то из персонала Беркут, то они выгонят своего дизайнера и скажут, что в Беркуте это то, что мне нужно. Я сомневаюсь, что у Беркута есть дизайнер. Но какую-то рекламную продукцию делают, но мне кажется, они обращаются в рекламный центр, который рядом с ними находится.
Да, скорее всего, они просто пользуются Посмотри, что аутсорсом. Так, я кажется... Еще хотел бы отметить важный момент. Нужно, чтобы этот логотип был универсальным в плане того, чтобы его было удобно использовать на любом носителе. На вывесках, на плакатах, на стикерах, знаках. Это тоже очень важный момент. Так, посмотрим, что у Али. Почему-то у меня Хаваж и Али не отображаются. Справа, я думаю, вышли. У тебя экран не отображается? Не отображается, просто их нету в списке, ну, в чате. Я их просто убрал со стрима, чтобы от них не шли звуки и не забивали эфир. Пишут, чтобы мы чаще... Нам они не нужны сейчас. Нам нужны их работы. А чего так мало подписчиков, спрашивают? А у кого имеется в виду? Пишут, опять же, инкогнито, что пока лежишь, Беркута не будет. Двусмысленный комментарий. Мистер Логика пишет, Острие сейчас рядом со мной сидит. Я надеюсь, мистер Логика не подсказывает, Острие не передает наш разговор ему. Да, вряд ли это поможет сейчас Али. Назад дороги нет, он уже начал рисовать, осталось всего лишь 17-18 минут. О, я вижу, Хаваш какие-то другие варианты уже начал набрасывать. Моусар Холохоев пишет, на окна Берта логотип чуть-чуть похож. Да, кстати. Я так понял, он говорит про логотип Хаважа. Угу. Берта, окна. Окна Альберта. Ну, я не могу что сказать, что похоже, потому что у Хаважа они были под другим углом, а таких совпадений куча. Критерии, уверен, что критерии, да, стоит обозначить, пишет Зузу. Ну, я перечислю критерии, но это семантика, какой-то смысл должен иметь логотип, лаконичность должна быть, то есть он должен быть с минимальным количеством деталей и доносить смысл, универсальность. Для тех, кто в чате, нужно пояснить, что такое семантика в дизайне. Семантика, я извиняюсь. Семантика – это когда логотип в себе несет какой-то смысл. Это может быть явный смысл или неочевидный смысл. Ну, желательно, чтобы он там был. Не обязательно закладывать туда много смыслов, достаточно одного. Так, я сказал про лаконичность. Универсальность логотипа должна быть, то есть нужно, чтобы его можно было использовать на любых носителях. Часто логотип компании, он присутствует везде, если им приходится делать рекламу в интернете, на улице, на вывесках, плакатах, на документах, печать какая-нибудь. Важно, чтобы его удобно было использовать на этих носителях. Потом уникальность. Хорошо, если логотип будет не похожим на другие логотипы и будет узнаваться своей уникальностью, будет выделяться среди всего остального. Здесь как раз-таки нужно думать хорошо подумать над идеей. Но в нашем случае, я думаю, у нас не так много времени, чтобы заботиться об этом критерии. Ну и масштабируемость. Логотип
должен быть пригоден для масштабирования, то есть... Где он будет располагаться, как будет Да, выглядеть. да, ну и, допустим, если бизнес, если они планируют его масштабировать, свой бизнес, как раз-таки то, о чем мы говорили, если Беркут собирается в будущем выходить на всю Россию, важно, чтобы они уже заранее учитывали и аудиторию, и какие-то другие моменты будущие. Допустим, если они будут на основе своего бизнеса открывать какие-то другие подразделения, можно логотип в каких-то деталях менять, сохраняя основу. Но это может быть примером использовать Яндекс. У них в разных сервисах меняется логотип, но основа остается. Берт, в чате пишут, что хотели обозначить критерии оценки, но это, как я понимаю, уже в будущем. Ограничить количество элементов в логотипе, что очень странно. Поставить более жесткие рамки, иначе никакой борьбы. Ну, я не согласен с этим, что нужно какие-то рамки делать в дизайне логотипов, да и вообще в дизайне. Лучшие идеи появляются там, где нету рамок, именно в результате выхода за эти рамки. Вот, поэтому это нет. Ну, критерии оценки – это то, что мы пройдемся по тому, что я перечислил, пройдемся и по каждому пункту поставим оценку. И сделаем опрос в нашем канале. То есть выбирать лучшую работу будут не только комментаторы, но и все зрители. То есть ближе к концу мы запустим опрос в канале, в Телеграме. И прошу там всех голосовать за самую интересную работу. Алейкум ассалам рамтуллах, Абдурахим. Если хочешь получить премию «Самый смешной молодец», в комментариях нужно смешно пошутить. Так что участвуй. Тут нешуточная борьба. Да. Борьба очень жесткая. Уверенно сказать, что он в тупике неком, и сейчас пытается просто что-то туда, всякие хохлому, всякие узоры добавить. Мне кажется, он делает фон, как у этого ютубера, как его звали, плюс 100-500, сзади ковер висел такой. Да, тигровый. Ну, Халаж может. Я надеюсь, этот Халаж не услышит. Так, я переключаюсь на Али. Мы давно за Халажем следим и не смотрим, что у Али. Али, кажется, уже готовит элементы фирменного стиля. Или он рисует черный квадрат Малевича. Довольно креативно. Он делает фон. Он рисует инверсию логотипа, мне кажется, или что-то. Наверное, он хочет сделать два варианта отображения. Как он назывался, не помню. Сейчас. У этого был какое-то крутое название у этого. Сейчас, как же это называлось? Лукап-версия логотипа, да. Ага. Походу, это видимо, есть. Он это и нравится. Даррен Мора пишет, чтобы абсолютно победить Халажа, острее должен действовать ультимативно, написать слово «беркать диванами». Я думаю, он собирается, он нарисовал один диван, сейчас он будет дублировать диваны. Как раз-таки, если он с диванами напишет слово «беркат», то логотип будет в себе нести смысл незаметный. Чтобы увидеть смысл, надо будет увеличить логотип. Некая дискриминация людей с плохим зрением получается. Так, тут еще справа корона. Кажется, какая-то идея у Али есть. Ну, это, наверное,
у него козырь был. Спрашивает, как проверяется уникальность логотипа? Люди, которые работают в этой сфере, уже видели такое количество логотипов, что сразу могут понять, уникальный этот логотип или нет, или откуда взята идея. В дизайне очень много моментов, когда тебе кажется, что этот логотип похож на какой-то другой, но на самом деле к этому логотипу пришли огромным количеством исследований, вообще не знали про существование другого подобного логотипа. Такие моменты встречаются, поэтому я видел, что проводят исследования на эту тему. Да, и еще хотелось бы сказать, что дизайнеры, у них каждый дизайнер, он знает, перед тем, как делать какой-то логотип, они же смотрят какие-то референсы, ищут везде все каналы. И дизайнеры знают уже каналы, по которым можно искать референсы. И если один дизайнер другого дизайнера проверяет на уникальность, то есть смотрит, не своровал ли он идею где-то, не скопировал ли, то он знает, где искать. Он проходит по всем этим каналам, по всем базам, смотрит, ищет. И часто бывает, что я сам находил много таких логотипов, которые вроде бы уникальные на первый взгляд, но когда ты начинаешь копаться, рыться, и где-то находишь место, откуда его скопировали. Да. Был момент в моей практике в 2016 году, когда я участвовал в одном конкурсе. Нет, в 2015 году. Я нарисовал логотип, думал, что он уникальный, что такого больше нету. Думал, что все, я победил. А оказывается, подобный логотип уже был. Да, это тоже на самом деле сейчас проблема, и со временем она становится все более острой, потому что база логотипов огромная, и сделать что-то, чего вообще нигде нету, очень сложно бывает порой. Даже если ты думаешь, что у тебя супер уникальный логотип, что-то похожее в любом случае где-то уже будет. Ну, главное, чтобы, да, главное, чтобы это не было просто тупо копированием чужой работы. Ну, копирование – это тоже важный элемент дизайна. Многие дизайнеры про это пишут. Как эта книжка называлась, забыл, у Остина Клеона. Вспомнить бы. «Кради как художник». Вот. Ага. Там это тоже было написано. Там имеется в виду, наверное, больше не прям такие копирования, а искать идеи, вдохновляться какими-то работами. Потому что если он нарисует кровать, рабочий стол, то это весь цикл моей жизни. Это тогда, получается, этот логотип отталкивает или, наоборот, притягивает? Он видит что-то родное, Ну, скорее всего, а это родное. В принципе, я думаю, это весь цикл работы всех этичников. К нам присоединился пишет, что у банка «Зенит» такие же цвета. Помнишь, ты чуть раньше это заметил? Ага, да. Давайте переключимся на Хаважи, посмотрим. Здесь цвета поменялись, какие-то формы поменялись. Я так понял, он уже несколько вариантов делает. Ну, это похоже на диван или кресло больше. Угу. Кстати, Шамиль... я думаю... Я это Шамилю говорю. Я думаю, мы не обговаривали этот момент. Если дизайнер, если участник делает несколько вариантов, то он все равно в конце должен предоставить один, по которому мы будем оценивать. То есть он не может нам дать, вот вам набор вариантов, выбирайте себе. Он сам должен дать нам вариант, который он окончательно уже выставляет. Ракета, говорит Дарон Мора. Интересно, про какой из вариантов?
Я думаю про кресло Хаважа. Это похоже на... Как этот РД-2, или как он там назывался в «Звездных войнах»? Да, из «Звездных войн». Да. Он делает футуристичную мебель. Справа чехол на AirPods, спрашивают. Точно. Но знак со шрифтом здесь в данном случае не сочетается никак. Ну, Хаважу об этом не обязательно знать. К счастью, Хаваж нас не слышит. Я надеюсь, что не слышит. Хохлома в шрифте топчик. Пишет, что он делает мебель, которую мы заслужили. Хаваж, вот так твой дизайн оценивают люди. Ну, пишут, что Хаваж делает мебельного персонажа, мебельмен. Получается, что это некий амбассадор бренда сразу будет. Мебельмен, как у этого Мишлен. Да, кресломен. Хаваж подбирает шрифты. Играет. Интересно, как правильно да. говорить. Обычно как делают новички? Просто выделяют текст, открывают выпадающий список со шрифтами и стрелкой вниз листают и ищут более подходящий вариант. Но в Figma очень много шрифтов, они подгружаются с веба, поэтому так неудобно, очень долго приходится сидеть. Адам спрашивает, что тут батл дизайнеров или битва на каламбурах в чате. Ну, тут битва на каламбурах в первую очередь, а дальше битва дизайнеров. На фоне уже битва дизайнеров. Угу. Ну, чисто, чтобы вам не было скучно. То чувство, когда программист делает лого красивее, чем некоторые дизайнеры. Я даже выведу это комментарий. У Хаважа очень хорошее и сильно развитое чувство вкуса. Это опять-таки от насмотренности все. Да, мне кажется, если бы он стал дизайнером, он добился бы успеха и в этом направлении без проблем. В принципе, бывают такие люди. Я даже знаю одного. С Тамерланом в Дубае он работал, как его звали. Это 2 минуты очень крутой фронт. 2 минуты у нас осталось. Ох да, ты, блин, быстро. 2 минуты осталось, все. Это крутой разработчик, фронт-энд разработчик, который и в дизайне очень крутой. И он сам на Аварте выигрывал в номинациях сайт дня несколько раз. То есть он делал сам дизайн и сам разрабатывал сайт. Молодец. Так, мне кажется, если бы все-таки была премия за лучший каламбур, у нас выиграл бы инкогнито, очевидно. Так, я напишу им в чате, что у нас осталось. Они же нас не слышат, и надо им написать, чтобы... Да, 1 минута осталась. Так. Хаваж затащил бы в любом направлении, будь у него нормальное количество времени. Да, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Да. Это явно про Хаважа. А Компье должен перекрасить этот черный подстрок в белый. Ну или светлее его сделать. Да, его плохо видно сейчас на данный момент. Его даже вообще практически не видно. Так, как бы так сделать, чтобы они увидели, что осталось? Они отключили звук, и до них сейчас не достучаться. 10 секунд. Так, я Хаважу напишу в Telegram.
Я уже написал. Да, он, кажется, вышел или выключил. Все, алло. Алло, Слышно меня? Да. Как бы нам достучаться до острия? Я сейчас достучусь до него. Он рядом с тобой сидит? Сейчас, Али, мы закончили. Я не удивлюсь, если он одновременно сидел в чате и мистер... Не, на двух компьютерах, с двух рук. Мистер Он Логика... одновременно стрим по разработке вел там. Че, Али, все? Или там Али еще атакует? Али не слышно. Блин, Али красавчик. Смотри, какой четко сделал. Алло. Али нас не слышит. Слышу, я тут давно. Я забыл просто про микрофон. Да, я давно. Али, у нас время закончилось. Останавливаемся. Тут эхо передается кому-то. Эхо у меня? Скажи, Берт, что-нибудь. Раз. Наверное, кто-то YouTube включил. Ну, не я. Это, я думаю, Али. У Али на фоне YouTube еще работает. Мистер Логик, сделай потише. У меня не работает YouTube. Нет? Так, сейчас посмотрим, у кого работает. А давайте по очереди микрофон отключу. Пока. Это Хаваш. Хаваш, это у тебя что-то там на фоне. Возможно, у меня наушники подключены. У меня наушники подключены, это вряд ли. Ладно, потерпим. Что я хотел сказать? Мы закончили, складываем оружие. Покажем работы. Осторожно кладем оружие, отодвигаем ногой. Али там, наверное, сейчас 100-500 тысяч логотипов сделал, пока я шрифт один выбирал. Ты же мог шрифтом затащить. Да, мог, но не смог, походу. Не, ну я пытался. Мог, но не смог. Это цитаты Хаважа. Я предлагаю, кто будет начинать? Али первый будет начинать. Я хочу видеть свое поражение до того, как я покажу свой результат. Нет, давай, Хаваш, ты первый. Нет, ты первый. Аллах кого? Аллах, а ну сувахка. Ха? Не сработало. Так, давайте сначала посмотрим Малвахков. Мне 25. Кому 25? Мне 25. Ну все, ты тогда начинаешь. В смысле? Ладно, давайте. Мне 22. Ничего себе. Все так, с меня начинаем. Да. Так. Значит так, сейчас что? Я поставлю твой экран. Все. Вещай. Значит так, сегодня я вам представляю самое лучшее творение всех дизайнеров, которые могли быть в Ингушетии. Сегодня вы увидите в эти ближайшие минуты. Я не умею говорить фразами... У кого тут микрофон включен, мне он мешает? Я, попытался сначала играть с шрифтами. Со шрифтами я просто посмотрел, какие шрифты чаще всего используют дизайнеры, попытался их выбрать. Выбрал парочку шрифтов. Не знаю, насколько они хорошие, насколько плохие. Скажу так, вот этот вариант, это был самый первый вариант, и он мне не очень сильно нравится. Он выглядит так, будто я впервые на Paint учусь рисовать. Тут я подумал, что, наверное, уже нужно будет играть с какими-то цветами и отказаться от градиентов, и в итоге выбрал такие более-менее мягкие цвета. Касательно, например, вот тут. Я не уверен, насколько это мягкий цвет. Тут у меня был... Постыдный? Пастельный, говорят. Тут я, да не отрицаюсь, постыдно. Тут я выбрал другой фон, подумал, вдруг у меня прокатит вот так. Но ничего не сработало, ничем лучше это не выглядело вот этого варианта. Самой сложной задачей для меня, как вообще для человека, который впервые пытается логотипы делать, и логотипы делать... Нет, вру, логотипы я делал, и делал их всегда плохо.
как и сейчас. Но на скорость сделать мне было сложнее. Почему? Потому что из-за того, что у меня мало опыта именно в опыте шрифтов, я пытался те, которые помнил шрифты, с которыми как-то экспериментировал, попытался их использовать, и которые там, мне, например, посоветовали, и которые я искал в интернете. Я хотел сделать в конце уже акцент на лакшери. То есть у меня была попытка сделать акцент на лакшери. Почему? Потому что в Ингушетии у нас вся лакшери. И любят узоры, вот эти вот тонкие, острые шрифты. И я подумал, что если попробовать сделать вот такие примерно шрифты и выиграть на этом. Была попытка сделать так. В итоге я не очень хорошо смог подобрать шрифт. Хотел поискать еще, но из всего, что я смог найти хорошего из острых шрифтов, я вот нашел вот это вот. И пытался как-то, опять же, поиграться с цветами, поиграться, хотел добавить еще какие-то узоры, паттерны. Опять же, забил в интернете Luxury Patterns в попытке найти что-то для фона, но было безуспешно, потому что мало времени оставалось. И в конце я пытался больше на лакшери делать, но, увы, вышло не очень так, как я бы сильно хотел. Потом я подумал, а что если я попробую сделать свой логотип для этого магазина? И в итоге меня резко осенило, что нужно сделать в Figma логотип. И где-то сейчас плачут дизайнеры. В итоге я сделал вот такой вот, я не знаю, что это, но это что-то похожее на мебель. Тут, как вы видите, используется тень, чтобы просто цвета не сливались друг с другом. И попытался хотя бы какой-то контраст сделать между вот этими всеми цветами. И последнее, точнее, в середине того, когда я уже начинал что-то делать, я подумал, что если это мебельный салон, значит, у них есть шкафы, там есть у них там, стулья, даже не стулья, а там шкафчики, там, что у них там, неважно что. У них есть штуки, которые открываются с помощью дверей. И в итоге я подумал, дай-ка я сделаю что-то вроде шкафа, только не настолько примитивно. И подумал, что можно сделать так, чтобы фон передней части и задней части отличался что-то вроде тенью. Шрифт я вот подобрал Сьюзи Intel, за что спасибо Тамерлану отдельное, Азиеву. Он тут тебя заранее готовил? Нет. Я просто попросил, скажу сразу, наших дизайнеров посоветовать шрифты заранее, которые предположительно я бы мог бы использовать, хотя я не знал, какое будет задание, и нам его сказали именно как и мне, так и Али. И в итоге вот он мне предложил такой шрифт за 30 минут до этого. Я вот решил его испробовать, проверить, как выглядит. Не сказать, что я доволен своим результатом, но вот как-то из этого... Халаш, мы заранее не говорили, но мы в ходе эфира решили, что участники должны какой-то один вариант окончательно уже предоставить на выбор, чтобы мы выбирали из двух вариантов. Поэтому ты дай нам тот вариант, который ты считаешь лучше получился у тебя, и мы уже будем сравнивать два варианта. Я думаю, наверное, вот этот вот, потому что он более-менее, скажем так, такой современный, наверное, и я бы хотел вот этот, мне он нравится. Мне нравятся именно вот эти паттерны и вот этот цвет. Мне тоже это нравится. Просто он больше... Я уверен, что ингуши бы обратили на него внимание, потому что тут вот есть то, что они хотят. Но я остановлюсь на вот этом варианте. Хотя мне этот вариант тоже нравится. Но в этих паттернах проблема, что их не видно, Халаш. Особенно... Согласен. Чтобы их увидеть, надо сильно увеличить логотип. Да. Если логотип будет вообще маленьким, там будут просто желтые, оранжевые и ярко-оранжевые цвета. Согласен. Вот тут этот логотип я бы тоже не использовал бы на сайте, но как итоговый вариант я вот остановлюсь на нем. Окей. Тогда, Альберт, ты хочешь прокомментировать, как тебе вообще вот этот вариант? И, Халаш, пожалуйста, увеличь этот логотип, чтобы мы видели все. Да. Мне нравится этот логотип. Во-первых, простая форма. Во-вторых, идея. На отступы мы не обращаем внимания, и на графику особо. Но мне логотип очень нравится. Я бы хотел отметить...
Да. кисловатый, мне кажется, симультанный контраст, как он называется. А в остальном, если убрать лишние детали, типа ручек, то отлично. Сам хотел добавить пару комментариев, но вот как раз насчет цветов. Во-первых, мебель, наверное, она должна быть, создавать какой-то уют дома. И, наверное, цвета должны быть помягче, которые как раз-таки создают этот уют. Здесь более такой, наверное, корпоративный стиль цветов каких-то компаний, может быть, банка, какого-нибудь, такой строгий и резкий цвет. Формы мне нравятся. Единственное, Ихлаж, можешь увеличить шрифт? Он у тебя закругленный или острый, я не могу понять. Вот острый. Вот мне не нравится вот эта вот кириллица шрифт. Увы, кириллица всегда плохо выглядела. Да. И в знаке в самом я вижу тонкую линию. Можешь поднять чуть выше, да, чтобы знак видно был? Это тень. Вообще в знаке и в шрифте желательно, чтобы какие-то основные линии, штрихи, пространства, они были такого одинакового веса, одинаковой толщины линии, примерно визуально одинаковой. И вот эта тонкая линия, она в такой форме заполненной, она выбивается из этой формы и выглядит так, как будто просто у экрана битые пиксели, полоска, как у нас в офисе, несколько мониторов так стоят, такая полоска на экране появилась. И на заднем в шейпе у тебя тоже полупрозрачная линия такая. Непонятно, она есть или ее нет. Это типа тень. Была попытка сделать тень, но выглядит так себе. Если вот убрать эти полоски точки, то с точки зрения визуала и смысла, заложенного в него, я бы поставил твердую 4. Он выглядит, и, в принципе, сам логотип современно. Да, и я не знаю, насколько он уникальный, и встречаются ли эти формы. Наверняка встречаются где-то. Сразу у меня ассоциация возникла с банком «Зенит». Есть такой магазин «1000 дверей». Ага. Так, сразу пошел искать. Ага. Ну, вот что-то такое отдаленно напоминающее. И здесь что хорошо, то, что логотип можно легко использовать на всяких носителях. То есть можно по-разному комбинировать его, использовать просто знак, использовать вместе с подписью. В этом плане ему даже 5 можно поставить в плане гибкости использования. Выигрышный в этом плане. Можно показать другой логотип, который в самом конце? Вот этот? Еще снизу. Вот эту красоту? Это интересно, как по мне, как будто Zara. Это, наверное, самое худшее, что я мог из этого сделать. Мне нравится вообще. Да? Ну, шрифт мне не нравится, не знаю почему. Здесь плохое сочетание шрифтов. Сочетание плохое. Согласен. Да. Ну, мне это вначале пытался и забросил. Насчет первого логотипа, первого варианта. У него была цитата, что ему не очень сильно нравится этот вариант. Типа ему нравится, но не очень сильно. Не, мне вообще не очень все эти варианты нравятся. Ну, очевидно, что у тебя очень хороший логотип получился на самом деле. Пусть не самая оригинальная и уникальная вещь, но довольно-таки
круто в плане формы простой, в плане считываемости. Мне нравится. Чисто субъективно. Да, но единственная проблема, вот сейчас, когда смотришь на него, у тебя не возникает ассоциации с мебелью, с мебельным магазином. Ну да, как детали похожи на Альберта. Визуально он выглядит хорошо, а вот в плане ассоциаций, думаю, есть небольшие проблемы. Тогда я предлагаю перейти на вариант Али. Али, сейчас я покажу твой экран. Можешь презентовать. Так, что у меня здесь? Ну, вот здесь понятно сразу диван, подушки. Также здесь есть альтернативная версия, то есть мини-версия. Этот, также сделал паттерн, узор. Но ты успел уже паттерны сделать. Да, паттерн есть уже. Цвета выбрал вот такие, бежевый и как называется, фиолетовый, темно-фиолетовый. Что с бежевым цветом, как мы знаем, ассоциируется с уютом, комфортом и так далее. Что у меня здесь? Затем я перешел в Photoshop, и здесь его придал чуть-чуть тени, хоть и неправильно, вот здесь вот ошибки у меня конкретные, но сделал. Как ты назвал это слово, Альберт, когда инверсия или как это было? Альтернативная версия. Ты про что? Когда показывают логотип на разных фонах, черном, белом. Инверсия логотипа? Монохромная версия? Нет, не монохромная. Ну ладно, пропустим. Вот эта версия альтернатива, как мини-версия, минимализм. Вот. Но на самом деле тут много комментариев. На темном варианте просто сразу, что бросается в глаза, это на черном фоне черный подсвет название. Да, вот здесь у меня темный сам по себе, и он темный. Логотип из-за того, что там градиент на тексте. И тень, и паттерн, все это как-то утяжеляет. Но сам логотип хороший. А вариант на светлом, который как бы упрощенный вариант, там корона маленькая с маленькими детальками, ее бы тоже следовало бы просто убрать. А так хорошо. Да, тоже думаю, следовало убрать. Возможно. Да. Или можно сделать свою корону. У меня и была идея, чтобы вот здесь убрать вот это вот, и здесь как будто появилось, как это называется, второе пространство, и появился диадема появилась. Диадема или корона здесь. Вот, здесь же пространство имеется. Должно было быть место для короны. В чате предлагают сделать надпись диванами. Плохо слышно. Тебе в чате предлагали сделать надпись Беркут диванами. Я могу это, наверное, сделать. Интересно. Так, я тоже могу немножко прокомментировать. Как сказал Альберт, уже эта корона на втором варианте лишняя, потому что она без преемственности с основного логотипа, как-то непонятно, откуда она здесь появилась. Да. Если убрать корону, то это будет просто форма подушки, что само по себе это уже не является чем-то уникальным. Просто это то же самое, что нарисовать там, не знаю, карандаш или там стул просто. Сам основной логотип, он хорош по цветам, потому что он передает уют. Но здесь много деталей, как наверное.
Мне нравится задний фон. Прям сочетается с вот этим золотым цветом. Да. И он как раз хорошо, что Али учитывал аудиторию и сделал Вот. в таком стиле, о котором Калаш говорил. В барокко стиле. Место то самое. Потому что действительно логотип работает именно на эту аудиторию. И раз уж вкус большинства людей соответствует именно вот этому направлению, то он как раз-таки сделал логотип тоже в таком направлении. Другое дело, как визуально, с точки зрения, мне кажется, сам знак немножко тяжеловатый, либо стоило его чуть меньше сделать, и детали, может быть, сделать не столь его детализированным, но сделать поменьше относительно шрифта. В самом шрифте отступы kerning, то есть Да. это означает отступы между буквами, немножко неправильные, нужно его настроить по отступам. А сам шрифт, в принципе, он подходит, я думаю, к знаку. И сам логотип, он, с одной стороны, и минималистичный, строгий, современный, с другой стороны, передает вот эту ампирность барокко. Но если с точки зрения уникальности, я не знаю, как много логотипов в таком виде, где просто диван. Это диван, кстати, Али, напомню, или кровать? Я так и не понял. Да, можно и так. Но это, скорее всего, диван. Я так и думал, что ты сделал его специально так, чтобы непонятно было, это диван или кровать, потому что салон Ну, здесь я продает... подлокотники, как я называю, сделал, поэтому это диван. Да. Ну, или роскошная ванна. Да. И ванна. В плане универсальности тут, наверное, немножко не очень, потому что его будет не очень легко использовать в разных местах, на вывеске, на документах, на плакатах, на иконке сайта, в соцсетях. Тяжеловато будет с ним работать, но, возможно, для Беркута это не столь важно. Да, если для международного формата, например, я бы использовал, как сделал Тамерлан, он Хаваш шрифтовой вариант, который что-то подобное я бы сделал. Ну, не знаю, насколько вас это напрягает, но вот сейчас смотрю, и у меня визуально подушки спорят с текстом, с названием основным. И как-то это неприятно, что разбрасывается такое внимание. Вот я еще чуть-чуть над цветами поработал. Это, наверное, за счет одинаковых цветов. Да. Тут и шрифт, и подушки притягивают друг друга. То этот логотип вполне можно продать Беркуту, пойти к ним с предложением, и я думаю, что они все-таки его купят, приобретут. Интересно, а как у них на сайте он будет смотреться? Там уже можно придумать упрощенные варианты. Ты сам один вариант предложил. Вот. Да. Здесь, чтобы он смотрелся, нужно, я думаю, весь сайт переделывать. Тут надо под логотип по цветам и подогнать под логотип. Под этот стиль. Вот под эту бумажку он подойдет, я думаю. В общем, я предлагаю уже подводить итоги. Альберт, твое слово, и за какой вариант голосуешь? Ну, если
Ну, довольно сложно выбрать среди двух этих вариантов. У каждого свои преимущества есть. Но учитывая аудиторию, на которой будет работать этот логотип, мне кажется, у Али есть небольшое преимущество. Вот. А вот в плане того, как использовать этот логотип, там уже небольшие вопросы. Вот, мне кажется, 51-49. Вот так. В принципе, я с тобой согласен, Альберт. Тут очень, да, сложно выбрать, но зависит от того, от самого заказчика, какие перед ним задачи стоят. Мы, наверное, не сможем точно определить, собираются ли они масштабировать свой бизнес, выходить на другие регионы. Но если они не собираются этого делать, наверное, с небольшим перевесом Али выходит вперед. Хотя по некоторым пунктам у Хаважа, наверное, лучше, а по другим пунктам у Али лучше. Если посмотреть в опрос, который мы устроили в нашем канале, то здесь выходит ничья. 36. Нужно признать, знаешь, какой момент? Да, я знаю, что ты хочешь сказать. У тебя в канале больше знакомых, чем у... Нет, ни в коем случае. Тут нужно сказать следующее. У Али мне нравятся цвета. Вот если честно говорить, из всех моих вариантов мне больше нравится... Что это значит? Из всех моих вариантов мне больше нравится вариант Али. Из всех моих вариантов единственный вариант, который просто под тенью как-то может находиться, это вариант с этим, где я использовал паттерны и типа золотой цвет, и все. Тут мне намного больше нравится вариант Али, потому что у него прям выигрышный вариант. Прям вот ингушская аудитория идеально просто оценит. Когда увидит мой вариант, скажут, что это такое, мальчик. А тут прям вот... так, как я понял, ты тоже собирался сделать логотип в этом направлении, но проблема в том, что ты не владеешь инструментом так хорошо, как Али, ты не смог нарисовать просто то, что ты хотел, да? Я больше, честно скажу, делал акцент, осознавая тот факт, что у меня не хватит времени и опыта отсутствует в плане иллюстрации, осознавая тот факт, я решил делать акцент на типографию, что типа как бы вот на этом попытаться хотя бы выиграть, потому что если заглянуть сейчас обратно в мой экран, то моя самая лучшая иллюстрация из всего, что есть, попытка, точнее, сделать лучшую иллюстрацию, это типа я пытался вот сделать вот этот диван, и то он не похож на диван, он похож на ракету. Нет, это 2 из «Звездных войн». Да. Ну, я вот пытался как бы тоже... уже к концу я понял, для какой аудитории я делаю логотип, то есть для кого он вообще, в принципе, предназначен. Потому что я привык, если делать какой-то там, ну, условно, дизайн или проект, я обычно не делаю его на ингушскую аудиторию, ну, потому что в моем случае это не ингушская аудитория у меня. И я вот пытался в этом направлении идти, где типа привычнее для меня. Потом я вспомнил, что, оказывается, ингуши любят узоры, вот эти вот острые края, и вот это вот. Я подумал, дай-ка поищу лакшери паттерны, лакшери шрифты. И вот, скажем, горькая попытка была вот это вот. Да, на самом деле, четко под ингушскую аудиторию, то чисто золото, барокко. Да. Горы. Все-таки логотип должен работать на бизнес, он должен продавать, поэтому надо учитывать эти моменты. Так, ну, хотелось бы отметить, что ни в коем случае нельзя оценивать профессионализм участников по этим работам, потому что это очень маленькое время для 45 минут. Обычно, насколько я знаю, чтобы сделать хороший логотип и фирменный стиль, на это нужно неделя, может, 2 недели.
если, давайте я большую ставочку сделаю. Берт очень верно все отметил, потому что, учитывая то, что я тут наклепал всякого непонятно чего, и то, что нарисовал Али, если вы просто перейдете на его Инстаграм, у него Инстаграм называется точно так же, как и ник в Телеграме, то вы сразу же поймете, кто тут профессионал. Все, хватит. Мне уже некомфортно. Там вот реальные работы. То, что он сейчас сделал, это за 40, подожди, это за 45 минут сделано. А просто посмотрите в Инстаграм, и вы поймете, типа, что на самом деле у него есть. На самом деле этот батл была это рекламная интеграция страницы Острие. Мы хотели порекламировать. Али, что ты хотел сказать? Я хотел сказать, перейти на твой YouTube-канал. Это больше интересно, как по мне. Это там, я знаю, что люди там по приколу просто, даже если с программированием их ничего не связывает, просто так смотрят твои эфиры. Ну, так что советую. Арчаков блог переходить тоже. Мой личный пиар-менеджер. И скажите после этого, что это не рекламная интеграция. Друг друга. В общем, еще раз так взглянем на хаваж логотипа. И, в принципе, у нас голоса разделились и в Телеграме, и в комментариях. Но, наверное, мы уже решим и отдадим свой голос, по крайней мере, я отдаю свой голос Али. Он выиграл с небольшим перевесом. Альберт. Да, я, как и говорил, 51-49 победил Али. Да, и раз в голосовании у нас поровну, и получается, что наши голоса, они уже решают итог. В итоге почетное звание «Молодец». Заслуженное. Заслуженное почетное звание «Молодец» достается Острие. Держи пояс. Ты будешь пока носить его до следующего батла, пока хаваж не отберет его, да, на сайтах. Не, ну, Али, ты готовься, у нас еще батл по дизайну. Да, сайты. Да, кстати, да. Напоминаем, что следующий батл будет с теми же участниками, но мы уже будем батлиться по интерфейсам, подготовим интересное задание. И там уже будет преимущество у хаважа, потому что хаваж... У хаважа не сказать. Вот тут ничего не известно, потому что... Ну, я сужу потому какой опыт есть у тебя и у Али. А так, конечно, неизвестно, что может сказать Али, что может сказать. Но мне на самом деле очень понравилось. Я вот хоть и не про дизайнер, мне реально очень понравилось попробовать себя в качестве логомейкера. Я никогда в жизни больше логотипы делать не буду, я сегодня это осознал, но могу признать, что это был очень хороший опыт. И крайне советую всем тем, кто сомневается, кто боится, я не знаю, там типа проиграть или стесняется или что-то еще, просто вот попробуйте вот поучаствовать в таком батле. Это нереально просто крутой опыт, вот скажу так. Кстати, да, у нас... всем дизайнерам советуем поучаствовать в батле программистов. А вот тут уже не получится, наверное. У нас много дизайнеров, которые не участвуют в батлах, хотя которые могли бы показать достойный результат. Просто сидят, боятся выходить из зоны комфорта своей. А на самом деле это очень хорошая встряска. Вот. После того, как потерпел фиаско, я, наоборот, вернулся в старую колею, начал листать, опять же, Dribble Behance и читать тематические статьи. Вот. Да, это кстати, очень хороший комментарий Альберта. Очень полностью его поддерживаю. Нужно всегда бросать себя в такое стрессовое состояние, чтобы не расслаблялся. И всем дизайнерам, всех дизайнеров призываю участвовать тоже в батлах.
присылайте свои заявки в группе дизайнеров в нашем сообществе в Телеграме. Там можно в навигации найти эту группу. Также у нас бывают обзоры дизайнов. Если вы дизайнер и есть вам что показать, вы можете отправить нам ссылку на обзор, и мы будем в прямом эфире делать на него обзор. В общем, я предлагаю теперь уже завершать всем. Последнюю одну ставку можно сделать, я больше ничего не скажу. У меня единственная ставка касательно именно вот этих баттлов. Я вот именно к вам, наверное, дизайнерам обращаюсь, которые будут делать эти баттлы, потому что мы свои dev-баттлы организовываем. Было бы круто, было бы очень здорово, если бы вы провели бы баттлы, где победителю давалась бы денежка или, не знаю, какой-нибудь приз или худи, там что-нибудь такое. Потому что это на самом деле вообще человека больше мотивирует к тому, чтобы, во-первых, он и какую-то плюшку получит. Не просто самое идеальное и почетное звание «молодец». Это, конечно, ни с чем не сравнимо. Но как бы... Вот, например, можно это звание продать и купить на эти деньги, что хочешь. Да, ну вот, например, Кавказус Арт. Мне идея Кавказус Арта очень нравится. И то, что там скидывали конкурсы и давали людям поэкспериментировать. Во-первых, человек, условно, если был бы дизайнером, я бы с радостью поучаствовал в таком конкурсе, потому что я бы мог бы дать работу, у меня бы уже появилась мотивация. Первое, я бы уже рассчитывал на то, что, может быть, я получу денежку. Во-вторых, если я даже не получу денежку, я получу хотя бы какое-то экспертное мнение относительно своего логотипа. И это больше мотивирует, нежели наши призывы, типа... Давайте идите к нам. Хотя хотелось бы, чтобы... Но это уже другой формат, формат конкурса, про который мы тоже, в принципе, думали. Иншаллах, мы постараемся найти заказчика, который даст свое задание на конкурс. И уже участники будут уже за какой-то реальный приз бороться, участвовать в этом конкурсе. Это будет интересно, я думаю. Но все равно я призываю всех не быть просто наблюдателями, а как-то участвовать, быть активнее в сообществе, присылать работы, участвовать в баттлах, показывать, что вы есть. В общем, хорошо, тогда мы, наверное, уже будем прощаться. Ларясхал участникам, что они согласились, не побоялись поучаствовать. Да, бояться не нужно, самое главное. Да, это важно. Я сам, наверное, когда-то, до того, как участвовать в баттлах других, боялся, потом меня разорвал какой-то новичок, и потом я ничего не боюсь. Не, ну нужно отдать должное. И молодец. Да, кстати, что голосовали за Хаважа чисто потому, что ему не было грустно. Да я вообще бы не грустил, потому что это вообще не моя сфера, так что даже если я проиграл бы, выиграл бы. Сейчас будут мемы, пойдут, как Якубович, про Якубовича мем был грустный, Якубович, такой грустный Хаваж будет гулять по сети, который проиграл. В общем, хорошо тогда, давайте. Ассаламу алейкум всем. Алейкум ассалам. Давайте. До свидания.